Добрый вечер, Хайрли Кич. В эфире ТНВ ток-шоу «Точка опоры». Итак, подходит к завершению очередной год. И, как правило, в декабре принято подводить итоги этого года. Каким 2021 останется в истории татарского народа, об этом говорим сегодня, что было яркого, спорного, интересного. Обсуждаем сегодня с нашими не менее замечательными экспертами, которые каждый из них претендует, наверное, тоже и на статус и событий человека года, потому что у каждого происходило в этой жизни много чего замечательного, интересного. Каждый, наверное, внес свой вклад в проведение того самого года родных языков и народного единства и Всероссийской переписи населения. Итак, представляю наших гостей. Радик Римович Салихов, директор Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана, доктор исторических наук. Руслан Айсин, историк и политолог, руководитель площадки Татполит. Искандер Аязович Гелязов, директор Института татарской энциклопедии регионоведения Академии наук Татарстана, доктор исторических наук. Ильнар Гарифуллин, член Совета Всемирного форума татарской молодежи, кандидат исторических наук. И Дина Фасыховна Гатина-Шафикова, замечательная и прекрасная сегодня, как всегда, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Республики Татарстан. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон для связи 554-56-10. Можете задавать свои вопросы экспертам или озвучивать главные события этого года, на ваш взгляд. На нашей аудитории в соцсетях мы на этой неделе спросили у нашей аудитории, и голоса распределились так. Всероссийская перепись населения. Главное событие года. Так ответили 44% проголосовавших. Еще 44% респондентов заявили, что событие года – это год родных языков и народного единства. 12% посчитали событием года, к примеру, песня Фердуса Тимаева «Татарлар». Вот так распределилась голоса интернет-аудитории. Такой же вопрос задаю нашим телезрителям. Итоги подведем в конце программы. Ну, вот такой взгляд. Значит, подписчики тоже в наших социальных сетях, в Инстаграме все-таки на первое место поставили год родных языков и народного единства. Ну, а накануне программы мы спросили у Радика Римовича, чтобы он назвал свои главные события, на его взгляд. К этому списку мы, наверное, еще вернемся. Сейчас в целом мне хочется оценить, как этот год прошел для татарского мира. На ваш взгляд, вот, Радик Римович, давайте с вас и начнем. Этот год прошел очень продуктивно, можно сказать, бурно. И для народов Республики Татарстан, и для самой республики, как вы правильно уже отметили, были события, которые консолидировали наше общество. В том числе это и перепись населения, а также объявленный президентом год родных языков и народного единства. Была масса других дат и событий, которые так или иначе вписывались вот в этот общий фон этих двух событий, связанных и с языком, и с сохранением национальной идентичности татарского народа, а также братских отношений между народами в нашей республике. Искандер Аязович, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, конечно, этот год был отмечен не только вот этими положительными и выдающимися событиями. Конечно, очень большой отпечаток наложила на этот год пандемия. Поэтому, скажем, очень, наверное, неважно, плохо было то, что мы не могли контактировать, мы не могли проводить научные форумы. Хотя, конечно, с другой стороны, положительно, мы научились общаться через онлайн, проводить видеоконференции и так далее, и так далее, и так далее. Но если говорить же более так широко в плане татарского народа, Республики Татарстан, конечно же, эти события, которые сейчас уже были упомянуты, занимают, безусловно, первое место. Но, конечно, я думаю, что у каждого здесь стоящего и, в принципе, у каждого, кто смотрит телевизор, есть свои события, как и глобального масштаба, так и частные. И, наверное, мы в ходе передачи эти события и упомянем, и оценим. Хорошо, и личные события, и достижения тоже. Руслан, да, на ваш взгляд, вот какой год, как его можно охарактеризовать? Вы знаете, есть такое понятие сейчас в философии — постистория. Вот мы живем фактически в постистории, где как такового нарратива общего формата нет, а есть раздробленность на какие-то событийные моменты. И вот мне кажется, что мы живем в это какое-то дробленное время, не очень хорошее, да, и действительно, и пандемии, какие-то вещи, мы вынуждены погружаться в какие-то, ну, на мой взгляд, мелкие детали. Это необходимо, но важно, чтобы наш общий путь и наше представление о татар, как сказал Радик Афенде, оно было общим. Вот этот фон нам нельзя терять. Да, какие бы события ни были, пандемии и так далее, но мы должны вот это единство, эту общность крепить и смотреть на татарский мир как неотъемлемую часть вообще глобального мира, вообще
татары всегда мыслили историческими категориями, метаисторическими категориями, да, глобальными. И поэтому я бы призвал всех нас, и не только нас, чтобы мы смотрели на эти события, возможно, как вот часть целого. Да? Не может быть часть больше целого, как говорил Аристотель. Поэтому сначала надо определиться вот по большим вещам, да, с каким вообще багажом мы вышли. А потом, я думаю, поэтому, когда вы мне задали этот вопрос, я на самом деле даже растерялся, потому что вроде я нахожусь в информационном потоке, но я себя поймал на мысли, что я не могу вычленить и сказать. Ну, сказать, что перепись — это понятно. Как знаете, в Риме считали, значит, моменты как бы по консулам, да, вот. Время первого консула, время второго консула. У нас время там переписи второго года, 10-го года, 20-го года. Это, наверное, тоже какой-то лак такой, ход истории наш, наверное. Я думаю, ну, давайте попробуем. Ну, я думаю, что вот момент, связанный, конечно, с переписью, он сильно нас сплотил, с одной стороны, изнутри, и показал нам, что мы, в принципе, если приложим какие-то усилия, то мы в состоянии вот эти вот горошины, которые рассыпаны сейчас, собрать в единое и такой красивый кулон. Такой. Хорошо, подробнее потом уже дальше. Дина, сейчас общие характеристики такого года. Я скорее, наверное, со стороны молодежи. Все правильно. Наблюдается очень большая консолидация. И вот несмотря на то, что многоуважаемый Руслан сказал по поводу этой раздробленности, с одной стороны это минус, а с другой стороны это большой плюс. Наблюдается общая волна именно вот этого единения, когда многие, вроде бы никак не связанные люди, но при этом начинают чувствовать какое-то внутреннее ощущение любви себя и к своему народу. И это очень активно выражается в этих молодежных движениях, в молодежных различных активностях, которые наблюдаются. Элементарно от той же самой библиотеки, где разнообразнейшие мероприятия, от того же самого театра МОН, от Чинчурина, где приходит молодежь и новые режиссеры, и все это вот буквально в один момент. С одной стороны, может быть, это пандемия сыграла, с другой стороны, вот мы много сейчас будем говорить о переписи, что она действительно очень важную роль занимает в нашем обществе, но для молодежи это вроде бы, да, она есть, вроде бы ты в ней поучаствовал, но только впоследствии ты узнаешь о ней как о важном событии. Пока она особой роли не играет. Но при этом это внутреннее ощущение, что нужно как-то показать свою особенность, иначе ведь она чувствуется везде. От элементарного производства одежды по национальным мотивам до каких-то культурных событий и создания новых произведений. Хорошо, более подробно тоже, потом так детально, что мы назовем событием года. Ильнар, что для вас да, год? Если не будем вдаваться сильно в детали, я думаю, их обсудим попозже, я для себя охарактеризую проходящий вот буквально на днях, да, 2021 год для татар, для татарского мира, как год борьбы за наше будущее. И с этой точки зрения я могу и связать и переписную кампанию, и связанные с переписью какие-то отдельные маленькие события, и вот недавно прошедший в третьем чтении закон Кришеса Крашенинникова в Госдуме и все остальное. То есть это все события нас, они, я считаю, по моим наблюдениям, что они многих татар заставили, во-первых, вспомнить, что они татары, а во-вторых, во многом они нас пробудили, я считаю, и многих людей, которые даже сильно не вдавались в свою национальную идентичность, того, что они татары, в какой-то мере оно вдохнуло в них гордость, наверное, за наш народ, за нашу нацию. Потому что я считаю, что как бы там ни было, если рассматривать вообще со всех сторон, именно только вот прошедший год, отдельно от тех событий, которые были предыдущие годы, от тех процессов, которые были предыдущие годы, то я считаю, что мы, в принципе, этот экзамен, если не на 5, то на 4 точно сдали. И поэтому нам, думаю, есть чем гордиться и делать выводы. Хорошо, спасибо. Сейчас все-таки к списку от Ради Каримовича. Личный, субъективный взгляд, но вот сейчас я так смотрю, все совпадает, да, практически. Итак, первое, объявление Года родных языков народного единства и весь комплекс мероприятий. Консолидация татарской общественности в период подготовки к переписи, да, о чем мы с вами уже как раз и говорили, практически все подчеркнули гости. 30-летие Института президентства в Республике Татарстан, 30-летие государственного флага. И сейчас тут ученые мне обязательно скажут, что 30-летие Академии наук. Нужно будет включить выход в свет книги татар Уфимского уезда. 700-летие татарского средневекового поэта Сейфи Сараи. 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая. Вот в связи с вот этим сейчас будем его дополнять, кто-то исключать что-то, да. Вот если бы не было в этом году уходящей переписи и Года родных языков, либо только Года родных языков, или только переписи бы не было, мы могли бы говорить о консолидации? То есть что-то стало? Такой бы консолидации, конечно, не было, которая произошла вот в этот период. Она замечательная. Действительно, тут мы можем вести речь о единстве народа, о единстве интеллектуальных сил народа.
И сейчас практически все события и текущего года, и следующего, так или иначе, нами видятся через призму вот этого единства, и, как Ильнар правильно сказал, через призму будущего и татар, и народов Татарстана, и самой республики. Руслан, как думаете, эта консолидация была бы возможна, если бы не было переписи или года родных языков, и вообще переписи года родных языков друг друга дополнили, или, в общем-то, стали отдельными событиями? Это хороший вопрос, что было бы, если бы, как бы историки не очень любят такой заход, но в целом действительно нужен был какой-то внешний толчок, потому что нация понятие очень сложное и многокомпозитное, поэтому действительно нужен какой-то или источник, спусковой крючок, раздражитель внешний, нужна какая-то интеллектуальная элита, которая как бы вот подзуживала, что называется. Поэтому это очень хороший повод был. Потому что, ну, большая часть народа, что не говорить, они живут в своем каком-то бытовом море. Это нормально, их нельзя в этом обвинять. А люди как бы мысли, люди сферы науки, они и призваны как бы всему этому, ну, придавать некий смысл. Говорить, что вы не просто народ, вы, так сказать, великий народ, что у нас есть такие вот столпы, ученые, поэты, там, деятели в различных сферах народного хозяйства. Поэтому я думаю, что на то и как бы карась, я извиняюсь, щука, чтобы карась не дремал, да? Вот, да. Поэтому, конечно, подавлять себя карасю, наверное, не очень хорошо, но в какой-то момент татары впали в спячку по-настоящему. И нужен был вот этот вот будильник, который их разбудил и заставил как бы мобилизоваться. Что разбудило? Перепись, год? Я думаю, конечно, перепись. Год родных языков – это все-таки продолжение некой очень хорошей политики, которая проходит в Татарстане, поддержка всех народов, и их языков, и культуры, и так далее. А перепись, она как бы, вот знаете, перепись в России вообще не только татарами воспринимается как политическое явление. Татары – политическая нация, они восприняли это как политический, даже не вызов, но необходимость политической мобилизации, я бы так сказал. Я уж так подбираю слова, чтобы меня там в чем-то не обвинили. Поэтому я думаю, что перепись именно разбудила, да. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прерываемся на рекламу, потом продолжим. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Семья как матрешка. Чем больше, тем лучше. Так вкуснее! Наполните жизнь счастьем. С 30 января по 22 февраля на сцене Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля 40-й Шаляпинский фестиваль. Лучшие спектакли репертуара с участием звезд оперной сцены. Фестиваль откроет премьера оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Билеты в продаже с 10 декабря. И мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня говорим о событиях года, национальном аспекте. Искандер Аязович, вот на ваш взгляд все-таки, что ключевое или что дополнило друг друга? Все-таки год родных языков, перепись, год родных языков, или это абсолютно... Я думаю, что это события одного ряда, они взаимодополняют друг друга, да, и все-таки я насчет термина консолидации был бы немножко осторожен. Все-таки мы, наверное,
иногда чрезмерно оптимистично употребляем этот термин. Что значит консолидация? В каком смысле консолидация? Насколько мы ее можем оценивать? Это очень серьезный вопрос, и, конечно, над этим еще надо думать. Но определенный толчок, катализатор, конечно, в этих двух событиях есть. Но я бы все-таки на первое место поставил даже не перепись. Перепись — это централизованное такое мероприятие, которое, конечно, для всех народов Российской Федерации имело большое значение. Я бы все-таки для нашей республики на первое место поставил бы объявление уходящего года годом родных языков и культур. Потому что в этом направлении сделано было действительно очень многое. Во многом, конечно, декларативно, во многом, конечно, чисто формально, но в любом случае, вот даже если каждый день включаешь телевизор и смотришь там какие-то цитаты, стихи, выдающиеся люди говорят о родных языках, люди все равно задумываются, люди все равно начинают каким-то образом это воспринимать и интересоваться. Вот и в рамках вот этого самого года родных языков мы, например, я думаю, что должны отметить и деятельность комиссии по сохранению и развитию татарского языка. Эта комиссия, я сам ее член, поэтому все-таки должен тоже несколько слов сказать, потому что эта комиссия, она, на мой взгляд, достаточно широко развернула свою деятельность. Чем мне это особенно запомнилось, то, что она проводила свою деятельность в самых разных сферах и в разных направлениях. И это и культура, и наука, и литература, и чтецы, декламаторы, и во всех этих направлениях какие-то шаги интересные были сделаны, привлечен интерес людей. И вот это самое важное. Конечно, там можно и что-то там отмечать в качестве недостатков, но самое главное ведь, что мы начали эту работу. То есть сделан первый шаг. Да, и мы должны ее продолжать, основываясь на опыте этого года. Спасибо, Дин. Перепись, год родных языков, что дополнила? Не связано? Поняла что вопрос. крепче связала или не связала? Вот. Перепись — это, конечно, удивительная штука. Это то, что показывает вообще о социальном положении всего общества именно в данный момент. Однако это такие долгосрочные перспективные моменты, которые вот на данный момент никак они у нас не отражаются в нашей жизни. Поэтому, скорее всего, для меня перепись была важна для меня внутренне, потому что я хотела в ней участвовать, и я участвовала. Я считала себя гражданином Российской Федерации. Однако необходимо понимать, что мы очень часто ругаем, что у нас нет поддержки власти. Однако я хочу отметить, что Министерство культуры в этом плане очень активно работает. И, наверное, скорее всего, как раз-таки это вот год родных языков и культуры. У нас появились культурные десанты, которые ездят по районам, замечательные лекции проводят. У нас появляются разнообразные площадки, где молодежь, которая хочет себя проявлять, будет услышана и показана. А это очень важно. То есть такие моменты, которые вроде бы, опять-таки вспомню, Руслан, тебя, вот эта раздробленность, но вот эта кластерность, там чуть-чуть, тут чуть-чуть, и здесь создает общую картину, которая влияет на все отношение и положение общества в целом, а именно молодежи. Мне очень приятно, что у нас в последнее время стали активно уделять и время, и средства именно для молодых ребят, которые хотят заниматься чем-то интересным, что связано с традиционной культурой. И в этом вопросе у нас делается очень много. Может быть, не всегда сразу получается, но при этом без ошибок не бывает какого-то прогресса, а это очень важно. Спасибо. Ильнар, подытожь, пожалуйста. Ну, я, конечно, если из двух вот этих вопросов выбирать, конечно, выберу перепись, потому что все-таки как представитель общественности я, наверное, должен сказать, что вот это год родных языков, оно, наверное, скорее больше для государства, а для общества, для простых татар, я думаю, вот переписная кампания, она имела гораздо больше значения, потому что, в принципе, год родных языков, если вот абстрагироваться от СМИ, да, вот от заседаний комиссии по татарскому языку, я думаю, что большинство людей не заметило, а даже если те события, те мероприятия, которые проводились в рамках этого года, они как бы внешне не были связаны вот с этим годом. И второе, вот Искандер Аязович рассказал, что он член комиссии по развитию родных языков, ну тогда я как представитель общественности, добравшись до эфира, наверное, должен свою долю критики дать, потому что несмотря на то, что да, мы видим, что какие-то заседания проходят, но самая главная проблема этой комиссии то, что у нее, к сожалению, отсутствует обратная связь. То есть мы вот
общественность узнаем о том, что проходила какая-то комиссия, да, вот по разным языкам, какое-то заседание, там было принято какое-то решение только постфактум. Плюс вот у многих организаций татарских, у общественников возникают вопросы по поводу того, как, допустим, какие планы намечает эта комиссия, как она реализует, какие гранты раздает. Вот, поэтому, пользуясь моментом, я хотел бы вам, как представителю этой комиссии, в будущем, в 2022 году, пожелать больше открытости, потому что, к сожалению, открытости очень мало, и она, мне кажется, очень негативно влияет, в том числе на работоспособность этой комиссии. Нужно создать комиссию за наблюдением за деятельностью этой комиссии. Не случайно у нас в государстве всегда есть контролирующие органы, здесь, видимо, Ильнар, я бы с этим поспорил, потому что все-таки, если человек интересуется, он найдет всегда этот материал. Материалы мы находим, но постфактум. Не знаю, я бы с этим не согласился, потому что всегда идет и реклама, и сообщения о том, каких направлениях проводится эта работа. Но я донес мнение общественности, поэтому... В принципе, вот так. Второй момент я тоже представитель общественности. Я насчет переписи, наверное, должен сказать. Все-таки мое слово сейчас. Вот. Насчет переписи я должен сказать, то, что она послужила консолидацией для татар, в первую очередь для татар, проживающих за пределами Татарстана, потому что пандемия, она внесла свои коррективы. Действительно, многие люди жаловались, что они не видели переписчиков, и поэтому прошли в онлайн-режиме, но, тем не менее, для тех татар, которые проживали за пределами Татарстана, это было очень важно, потому что действительно и Татарстан был вынужден обратить на них внимание, это во-первых. Во-вторых, они были сами вынуждены вспомнить о том, что они татары. И плюс, конечно, естественно, в проблемных регионах, в том числе, это вопрос политизировался, а когда вступает в дело политика, то до каждого обывателя она так или иначе в том или ином формате доходит. И у нас вот, как говорится, вот Руслан процитировал, да, русскую поговорку: «На то и щука в пруду, чтоб карась не дремал». Вот я действительно, вот у нас в перерыве мы об этом говорили. Сравнение с карасем, я думаю, для татар оно очень правильно, потому что карась, как известно, это самая выживаемая рыба, а у нас у татар всегда есть национальная черта, то, что мы выживаем при любой ситуации. Наша многосотенно-летняя история, она нас этому учила. И я надеюсь, что в будущем мы вот из этой события 2021 года, из переписной кампании, из вот борьбы за статус президента должны сделать большие выводы и как-то изменить нашу жизнь. Главное, чтобы вот этот вот, извини, что я тебя перебил, вот эта вот идеология выживания, она не стала вот нашим путеводителем. Вот давайте выживать. Нет, мы не выживаем. Экзистенция у татар несколько другая. Мы сопротивлялись, мы жили вопреки. Вот так правильно. Когда говорят «выживает», это означает, что, ну, есть у татар хорошее такое понятие «мыскин», да, вот в форме вот какого-то неполноценного, второсортного. Вот он, бедолага, приспосабливается к трудностям ситуации. Нет, не приспосабливается ни в коем случае. Приспосабливаются конформисты. Татары никогда не были конформисты в этом смысле. Мы отстали язык и религию, и свою субъектность, и свою идентичность. Вот я сейчас был только на одном мероприятии, наш уважаемый Индус Рязакович выступал, да, большой аксакал. Это тоже юбилей был у него в этом году, тоже можно Он сказал правильно, что мы не приспосабливаемся ни в коем случае. Татары как были, так есть, так и будут своими, да. Приспосабливаются обстоятельства, а татары не обстоятельства. Выживать — это не значит приспосабливаться, я, наверное, уточню, а то, что мы, татары, видоизменяем ту ситуацию, в той ситуации, в которой мы существуем. Поэтому говорить о приспосабливаемости мы не можем. Ну, я все-таки опять к этому вопросу вернусь. Ильнар меня немножко покритиковал. Я все-таки хочу не в оправдании. Не вас, а комиссию. Да. Комиссию. Я же все-таки как представляю здесь комиссию, да? Значит, вот один только пример приведу, Ильнар. Вот согласишься или нет, смотри. Мы проводили, комиссия проводила в прошлом году конкурс художественного слова. 4000 заявок. Они откуда-то взялись же, правильно? Прозрачность, значит, какая-то есть в таком случае. Так что это вот один конкурс. Все остальные тоже известны. Пожалуйста, в любом журнале, интернет, пожалуйста, читай. Если хочешь, заметишь. Если не хочешь, не заметишь. Хорошо, засчитано. Все-таки мы понимаем, что было бы желание, но желание оно есть, и это чувствуется. И все-таки ходит, ну, у той же общественности, что год родных языков превратился в определенный комплекс мероприятий, и, в общем-то, вот сейчас закончится тут 31 декабря, тут с 31 на 1. Опыт, понимаете? Все закончилось. Давайте сейчас год родных языков — это комплекс мероприятий, хорошо, мы понимаем, да, что он должен был быть. Все-таки, как член комиссии, тем более, плюсы, минусы, что смогли сделать, чего не смогли сделать, Искандер Аязович? Ну, я за все, конечно, сразу ответить не могу, но я все-таки скажу так, что мы, по крайней мере, определенный опыт приобрели. И мы начали делать
Мы что-то начали делать, это уже важно, понимаете? Мы начали двигаться в этом направлении. То есть, если бы не было объявлено, это могло не произойти? Это могло не произойти, понимаете? И самое важное, что мы какой-то опыт набрали, мы этот опыт сейчас берем как основу и дальше должны двигаться, понимаете? У нас, конечно, очень много своих черт вот, ментальности, вот, то, что все любят об этом говорить, Руслан. Мы любим очень лозунги, но не очень любим работать. Мы любим форму, но не очень любим содержание. Это у нас у татар, к сожалению, очень часто прорывается, понимаете? Мы любим праздники, и очень любим праздники, и не всегда любим, как говорится, подготовку к празднику, условно говоря, да? Поэтому для нас сейчас важно извлечь опыт, найти рациональное зерно и идти дальше в этом направлении, понимаете? То есть работать планомерно, работать последовательно. И в плане, чтобы это не осталось только в этом году, что это было не связано только с этим годом. Вот то, что Руслан сказал, что мы должны не зацикливаться на этом годе, мы должны помнить о том, что было за прошедшие 20 лет, и должны думать, что будет в ближайшие 20 лет. То есть этот год, он не является как бы окончанием чего-то, он должен стать продолжением процесса. Поэтому в плане сохранения языков, культур мы должны двигаться, опираясь на этот опыт. Какие-то, может быть, ошибки, недочеты, все это учитывать. Но при этом должны работать именно профессионально и последовательно. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на новости Татарстана, а потом все-таки поговорим, были ли минусы у года родного языка и народного единства, и родных языков народного единства, и об остальных событиях этого года. Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня подводим итоги уходящего 2021 года. Вспоминаем события, обозначаем события уходящего года. События года, национальный аспект с нашими экспертами. Давайте завершим вот год родных языков народного единства. Что, на ваш взгляд, еще не сделано и нужно сделать? Вот что важного? Искандер Ильич, наверное, все-таки завершите тему. Я бы, наверное, продолжил свою мысль, которую уже высказал, что это прежде всего опыт, и мы должны, опираясь на этот опыт, идти дальше. Вот нужно делать, например, скажем, в пропаганде татарского языка. Очень многое нужно еще сделать, еще нам предстоит очень многое сделать, прежде всего для того, чтобы татарский язык стал полноценным государственным языком. И это очень сложная, глобальная тема, и за один год, естественно, мы ее повернуть не сможем. Какие-то плюсы, безусловно, мы замечаем сейчас в нашем обществе, и вот мы в обсуждении до эфира об этом говорили, да? Но если мы снизим вот эту планку, если мы, опять-таки, все сведем к компанейщине, как это часто мы любим делать, то тогда, конечно, все будет плачевно. Но я считаю, что мы должны сейчас подготовкой кадров обязательно активно заниматься, подготовкой кадров, пропагандой очень активно заниматься. Мы должны прежде всего понимать, что это дело профессионалов, это дело не компанейское, это не просто, так сказать, очередной праздник, очередное мероприятие. Мы должны прежде всего отнестись к этому серьезно. Мы должны сами себя уважать в этих вопросах, понимаете, вот в дальнейшем. Я считаю, что прежде всего вот эта вот вся наша политика в национальных в этих вопросах, в языковой сфере, в культурной сфере должна быть направлена на то, чтобы мы сами себя зауважали. То, чего нам тоже не хватает еще, к сожалению. Мы либо себя уничтожаем, так скажем, либо слишком высоко поднимаем. У нас нет серединки, у нас нет трезвого взгляда часто на себя самих, на нашу историю, на нашу культуру, на наше место в истории, понимаете? Поэтому я считаю, что вот в этих направлениях и надо двигаться. Это еще не сделано, это нужно делать. Хорошо, спасибо. Радик Римович, у вас один из пунктов, одно из событий года – это издание книги Татаро-Уфимского уезда. Вот почему и что еще, на ваш взгляд? Давайте составляем свои списки, дополняем списки событиями года. Ну, это опять-таки, эта книга как один из результатов, одно из направлений работы, связано и с переписью населения, и с годом родных языков, и народного единства. Почему событие года, на мой взгляд, эта книга? Потому что впервые, быть может, академическая общественность вместе с краеведами, живущими в Республике Башкортостан, работающими там, собрав уникальный во многом архивный материал, все-таки дали ясную, четкую картину того, что в 17-18 веках большинство населенных пунктов востока Татарстана и запада Башкортостана составляли татарские населенные пункты. Исторически так.
И на основе этих документов мы видим, что сами жители этих населенных пунктов называли себя в тот период татарами. И эта книга, она была очень тепло встречена общественностью и в Татарстане, и в Башкортостане. И, в общем-то, она стала хорошей основой для развития нашего татарского краеведческого движения. Я не говорю, что это вот просто один труд. Масса работ была выпущена по этой тематике. Я могу сказать, что у нас в институте вообще целая серия вышла татары в переписи населения, например. Потом мы провели очень такую большую, впервые, быть может, в истории нашей науки, большую конференцию, посвященную сословиям на территории Поволжья и Приуралья, где дали четко понять, что среди вотчинников на территории Башкирии были в большинстве случаев сами татары. Ну, там довольно сложный такой исторический материал. Поэтому я считаю, что эта вот книга Татаро-Уфимского уезда, она символизирует, в общем-то, поворот нашей академической науки, поворот вообще всей общественности интереса к истории настоящему многомиллионного татарского народа, проживающего к востоку от Татарстана. Спасибо, Руслан. Чем бы дополнили список? Либо исключать, наверное, нет смысла, наверное, только дополнять, я так думаю. Да, конечно, тут стоит дополнять. И действительно, в этом смысле наши дорогие историки делают большую кропотливую работу. Я считаю, что в плане развития исторической науки Татарстан, конечно, флагман вообще в России. Но мы не берем столицы, понятно, там как бы свой калинкор. Вот, но формирование национальной истории, да, и помощь остальным народам, остальным республикам, Академия наук и Институт истории делают большую работу, и низкий им поклон за это, конечно. Но я бы вот, как бы вот всячески подкидывая критических дровишек, я бы хотел, да, от истории вот перекинуть вот этот вот мостик с настоящего в будущее. Я тут был на мероприятии, на школу молодого татарского лидера, меня позвали там традиционно выступить, и они попросили обозначить тему, ну, как бы не связанную только с татарами, потому что там были представители других народов. И я обозначила как лидерство и футуризм. Вот футуристический взгляд, что такое история, что такое время вообще для нас, как мы его оцениваем, как мы его видим, как мы фиксируем и планируем свое будущее. Вот этого, на мой взгляд, нам не хватает. Да, есть вот хорошая комиссия, и она действительно, как Искандер Абы сказал, она занимается, ну, вот то, что делают чиновники. Их ругать за это нельзя, потому что это их функционал. Они не могут уйти за границы функционала. Этим должны заниматься интеллектуалы, люди как бы свободных студий интеллектуальных, скажем так. Вот. Но чем, например, примечателен и вообще величина Гаяз Хаким, мы тут говорили, да? Он говорил о будущем, он писал о будущем. И инкайрас — это то самое, за что мы до сих пор цепляемся, да? Мы до сих пор говорим, будет инкайрас или не будет. Вот одна футуристическая работа вызвала такой шквал и до сих пор будоражит умы и настроения наших соплеменников. Поэтому я думаю, что в этом направлении возможно, вот как Дина сказал, через творческое направление, через театр, сериал вот прекрасно снял ТНВ, который мы тоже здесь обсуждали, да? Берберхаль. Берберхаль, да. Вот может через вот эти вот направления, не обязательно, что это должна быть научная фантастика, конечно, нет. Но она должна преломляться, мы должны говорить о завтра, не только о вчера. Хорошо, спасибо. Дин, очень много было в сфере культуры, вот сейчас и Руслан уже подчеркивал. При этом у нас вот Нур, да, на площадке Щин Татар, Дина Сафина взяла золотую маску, у нас, да, лауреатом стала. Казанский ресторан татарской кухни там вошел, не знаю, в топ-50, по-моему, российский. Появилось сообщество Урбан Татар и одноименное радио. То есть, действительно, достижений в культурной сфере это было много. Что еще бы назвали в таком топе событий этого года? Я бы, наверное, немножко добавила ложку дегтя. Много работы делается, да. Ну, всегда можно красиво много говорить о хорошем, вот, но иногда мы забываем, где мы немножко проседаем. У нас нету правильного, деликатного сохранения материального наследия. Мы сейчас очень много делаем реплик традиционного татарского костюма, очень много интерпретаций, и это выходит активно в рынок. Вот. Причем спасибо маркетплейсам. Я сферу своей деятельности и интересов я наблюдаю за Озон, за Wildberries, и я вижу, что там очень много наших молодых дизайнеров просто выставляют свою продукцию. Это замечательно. Но это выход на мировой рынок, да, это выход, да? Это как минимум на российский, общероссийский рынок, вот, и как максимум это дальше. Вот. Однако у нас совершенно нету команды. Вот только недавно появились молодые ребята, которые буквально год назад начали творить, создающие правильную реконструкцию традиционного костюмного комплекса. Это всегда было в рамках деятельности музеев.
Вот. А при этом ближайшие наши республики, наши соседи, уже занимаются этими 1 год. Соответственно, появляется целое новое поколение, которое не только интерпретирует по каким-то там отголоскам интернетом, а при этом знает, что было исторически правильно, и уже на основе этого начинает дальше творить. За чей счет, как это, структура какая-то? Каким образом я считаю, что необходимо создавать центр. У нас сейчас есть при Министерстве культуры Таткульс-ресурс-центр. Вот. Ребята активно работают, но это небольшая команда, которая не может вытянуть. Это необходимо создавать целый центр, мощный центр с хорошим финансированием. В это будет вкладываться. И уже после, когда будет создаваться целая коллекция, которая будет соответствовать эпохе, времени, даже элементарно 19 века, который мы не можем осилить в силу там дороговизны тканей. И уже потом на базе этого центра обучать студентов, чтобы они могли создавать какие-то коллекции по традиционным татарским мотивам. Это удивительно, все равно не события года подводим, а как Руслан говорит, давайте смотреть будущее. Давайте смотреть будущее. На звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Хайрлы Кич. Вот я смотрю вашу передачу, вот многие написали, главное событие это перепись населения, да? Я с этим согласен. Вот и меня интересует вопрос, количество татар, конечно, не уменьшится, а вот как быть качеством. Вы про язык сейчас, да? Да. Вот потому я свой пример только коротко приведу. У меня старший сын 22 года учится в Казани, студент. Дочка 16 лет учится в Казани училище. И младший сын сейчас 12 лет учится в школе. Все они окончили одну и ту же школу. Сам я татарин, жена татарка, у нас бабаи, аби, все татары. Старшие дети приезжают, разговариваем на татарском, а вот младший в семье говорим на татарском, а он отвечает на русском. Учится в школе, окончили одну школу. Ну вот опять о сохранении родного языка, как я понимаю, здесь. Вы знаете, опять-таки тут можно отвечать и так, можно отвечать философски, что количество так или иначе по Гегелю перейдет в качество, так или иначе, да. И потом вот тоже мы здесь обменивались мнениями, что мы проходим сложный период модернизации наций. Это всегда очень сложно, всегда болезненные взаимоотношения поколений. Это всегда взаимоотношения тяжелые между селом и городом, между новым и старым. Ну, как бы это необходимо пройти, и то, что мы сейчас об этом говорим, то, что мы обсуждаем, это должно облегчить. Это анестезия для нашего народа. И хорошо, что есть люди неравнодушные, и хорошо, что они об этом говорят. Все проходят этот этап. И я проходил, и как бы другие мои там друзья проходили, да. Игнорировали татарскую культуру, когда были подростками, потому что они считали, что ну какая культура, если они сами как бы есть культура, да. Вот. А потом к истокам все равно возвращаешься, это неизбежно. Как говорил Черчилль, кто в юности не был левым и задорным, у того просто не было молодости, кто в старости не стал консерватором, тот просто дурак на старости лет. Так что я думаю, что этот процесс молодости, нашего как бы вот восхождения, как сказал Маркс, что Древняя Греция это как бы подростковый этап цивилизации, да, вот давайте считать, что сейчас мы проходим этап такой зрелости, половозрелости татарского народа. Ну хорошо, если еще и родители обеспокоены и переживают, в общем-то, об этом говорят. Ильнар, на твой взгляд, чем бы дополнил список событий года? Ну, я сейчас дополню, но, наверное, вот к предыдущей реплике тоже пару слов должен сказать. Вот у нас проблема, знаете, когда говорят про качество татар, вот я один из минусов могу сказать, что почему-то все время мы только задумываемся только о языке, хотя на самом деле говорить про качественный татарин только тот, который хорошо разговаривает на татарском языке, нельзя, потому что очень часто бывает, что те люди, которые хорошо говорят на татарском языке, но они и в своей семье не занимаются пропагандой для своих детей татарского языка, либо они и того хуже, иногда там с высоких трибун, иногда с не очень высоких трибун, иногда через СМИ занимаются, скажем так, антитатарской пропагандой и наоборот способствуют тому, чтобы качественных татар, таких как они сами, уже становилось все меньше и меньше. Поэтому здесь, наверное, когда говорим о качественных татарах, надо говорить о татарах с сильным татарским самосознанием. Да? Вот я в качестве примера тоже люблю приводить вот этот пример. Вот у нас есть государство Израиль для евреев.
И вот один из его идеологов, самых первых вообще сионизма, то есть обретения евреями своего государства Израиля, был Теодор Герцль. Это основатель фактически, идеолог. Как мы говорим, Шигабудин Маржани – это идеолог татарской нации, так и идеологом еврейской нации является Теодор Герцль. Так вот, все его работы, они написаны на немецком языке, потому что он был подданным Австро-Венгрии и абсолютно не знал иврит. Но он не был религиозным деятелем. Но тем не менее, все его предсказания, вся его работа, она там или иначе привела к тому, что в 1947 году у евреев появилось свое государство, где они восстановили язык, все остальное. А начиналось именно с того, что у евреев было сильное национальное самосознание. Поэтому и они понимали в первую очередь, что хорошо для евреев, а что плохо, и не зацикливались только на языке. Поэтому вот, когда мы обсуждаем такие вопросы, я бы хотел, если мы выходим на более глобальный уровень, не рассматривать только там фольклор, там только одежду, только музыку, только кино, только язык, а все-таки, говоря о качестве татар, именно говорить о качественном национальном самосознании. Вот в этой связи, вот я упомянул перепись, да, также я должен, наверное, упомянуть о том, что вот осенние события – это борьба за статус президента, борьба против закона Клишеса, Крашенинникова. Я вот часто сталкиваюсь с такой позицией. Некоторые говорят, ну, в принципе, татары боролись, да, это хорошо, но результата-то нет, и зачем это было делать? Все-таки здесь могу возразить двумя вещами. Первое, в России всегда считаются только с теми, кто сопротивляется, кто борется. Вот у нас страна такая, видимо, у нас такая традиция политическая, и в России на сегодняшний день все так и есть. Это первое. И второй момент, тогда, даже несмотря на то, что эта борьба, возможно, была безрезультатной, хотя еще окончательная точка не поставлена, но тем не менее мы показали, что татары в России – это субъект политический. И вот когда вот только что наш зритель позвонил, говорил о качестве татар, вот такие действия, кажущиеся кому-то бесполезными, они как раз вырабатывают качество нации. Потому что мы единственные оказались, татары в России, кто борется на сегодняшний день за федерализм. Мы единственные, кто смог возразить федеральному центру по вот конкретному этому закону. И это, в конце концов, очень сильно влияет на самосознание. Да, нет, но имеется среди народов России. Я вот это должен конкретно упомянуть, среди народов России. И поэтому, вот говоря о качестве, вот такой момент. Возвращаясь к переписи, наверное, да, это самое важное событие. Оно показало наши сильные стороны, наши слабые стороны. Сильные стороны, то, что мы смогли хоть как-то консолидироваться, и то, что Татарстан обратил внимание на соседние регионы, где живет большое количество татар. Вот Руслан очень часто иронизирует, да, вот, что мы, вот, что Ильнар вот приходит, обязательно упоминать Башкортостан, но это я вынужден делать по одной простой причине, что татарская нация, она стоит двумя ногами в одном Татарстане, в другом Башкортостане. Обрубите одну ногу башкортостанскую, сколько проживет татарская нация? Я не думаю, что надолго ее хватит. Или в лучшем случае мы окажемся в ситуации наших соседей, там, марийцев, удмуртов, у которых проблема и с языком, культурой, и всем остальным гораздо хуже. Поэтому я вот рад достаточно, что мы эту проблему подняли, что она поднята, но тем не менее эта переписная кампания, она показала, что для выработки качественных татар мы должны изменить свое отношение. Вот, допустим, то есть, если раньше мы, вот когда мы касались там каких-то национально-культурных вещей, мы чем занимаемся? Мы обычно ставим на передний план каких-нибудь артистов, певцов, говорим, вот, ну вот, образец татарина, вот его там чествуем, даем звание народного артиста и так далее, и тому подобное. Но вот эта переписная кампания, она ярко показала, что на самом деле, при всем уважении к певцам, ну, за исключением Фирдуса Тимаева, потому что к нему отдельное уважение за его позицию, большинство из них, они не участвуют в формировании вот того самого качественного татарина, о котором говорил наш зритель. А качественный татарин вырабатывают только те люди, которые отстаивают позиции татарского народа, татарского языка, не боятся высказать свою позицию, иногда даже не согласны, выступают против политики властей. И в первую очередь нам надо превозносить таких людей, нам надо поднимать таких людей. И вот в качестве, касаясь Башкортостана и переписной кампании, я, наверное, вынужден сказать, что ни один из артистов за татар в этой переписной кампании не участвовал. Но зато участвовали огромное количество краеведов, огромное количество всяких членов городских сообществ, той же Уфе и так далее. Вот с такими людьми мы в будущем мы должны работать. С такими людьми должен работать Всемирный конгресс татар, с такими людьми должны работать и другие организации Татарстана. И тогда вот у нас как раз и будет качественный татарин. Мы должны поменять свои отношения, прежде всего. Хорошо, Ильнар, спасибо. Продолжим после рекламы. Дин, да, включимся потом. Вас не слышат?
Достучимся? Делаем новости вместе. Между нами только экран. Светлая долина. Старт продаж новых домов. Забронируйте квартиру на сайте akbarsdom.ru и по телефону в Казани 212 26 76. Диабетики, внимание! Для вас глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и иглы. Бесплатный обмен неисправных глюкометров. Магазин Диабетика. Улица Седова, 9, 259 19 91. Татаринформ. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности. С 17 декабря в Казанском цирке программа «Новогодний цирк Деда Мороза». В мире много вещей, которые лучше, чем наркотики. Котики, тортики, спортики, мотики. Делай правильный выбор. Выбирай свое. С находкой все салаты на столе. Весь декабрь майонез Махеев 79,99. Колбаса докторская 800 грамм 229,99. Горошек зеленый 650 грамм 79 рублей 99 копеек. Сроки акции по 31 декабря 2021 года. Подробности у продавцов. Что нужно знать индивидуальному предпринимателю на патентной системе налогообложения? Индивидуальный предприниматель, желающий применять патентную систему на постоянной основе, обязан ежегодно получать патент. Для получения патента с 1 января 2022 года заявление подается в налоговый орган до 17 декабря 2021 года. Удобнее всего подать заявление на получение патента онлайн через личный кабинет индивидуального предпринимателя. Наслаждайся лучшим хоккеем в полном объеме. Регулярный сезон КХЛ на ТНВ. 21 декабря. Акбарс Трактор. Живи хоккеем в прямом эфире. Так, мы продолжаем обсуждать события года, национальный аспект. Дина тут пытается, желает, точнее, возразить Ильнару Гарифуллину. С чем не согласна, Дина? Безусловно, меня пугает фраза «все красиво, все правильно», но когда говорят «выработка», такое ощущение, как будто я выращиваю своих детей в инкубаторе. Вот. Когда мне говорят «борьба», а где же созидание, где же творцы, которые будут как раз-таки создавать ту будущую красивую, приятную, не только удобную, но при этом и творящую нацию. Когда я сюда приходила более ранние программы, у нас здесь выступали за науку на татарском языке. Это уже созидание, это уже что-то положительное. Почему мы все время о сохранении говорим от обратного, через отрицательные какие-то моменты? Потому что для меня это становится проблемой, внутреннее отрицание. Что такое качественный татарин? Вчера я встречалась некачественной татаркой, потому что у меня мама русская, отец татарин, с другой некачественной татаркой, которая приехала из Норвегии, вернулась в Казань, чтобы снимать ролик о Сюмбике. У нее тоже отец, не знаю кто там, но она тоже из смешанной семьи. Соответственно, выходит такая ситуация, что я некачественная татарка, не имею права воспитывать качественных татарских детей. Хотя благодаря своему мужу, благодаря его семье, благодаря своему отцу и благодаря своей маме, которая всегда терпимо относилась к моим воззрениям, я считаю себя настоящей татаркой, которая любит культуру татарского народа и который будет воспитывать правильных детей, которые знают свой язык. И поэтому такие слова, да, безусловно, меня немножко коробят. Хорошо. Сейчас время достаточно хорошее для того, чтобы подвести итоги. И личные, еще раз, да, и что для вас, вот давайте определимся так, лично стала точкой опоры, наверное, вот... насчет точки опоры. Личной точкой опоры, да. Давайте я продолжу то, что я уже озвучил в самом начале этой передачи, потому что у каждого из нас, естественно, есть какие-то свои итоги этого года, как и у всей нации или у всего государства. Так вот, когда-то наш учитель в Казанском университете, один из наших учителей, Григорий Иванович Вульсон, говорил такую фразу: «Говоря о юбиляре, не могу не сказать о себе». Вот, и здесь, в данном случае, говоря об этом годе, не могу не сказать также о себе, так сказать, от общего к частному могу сказать. Ну, скажем, для меня очень важным событием этого года было 30-летие Академии наук, потому что считаю, что Академия наук Татарстана – это достаточно мощная, сильная научная структура, которая вносит свой неповторимый большой вклад в развитие, в том числе интеллектуальное развитие республики. Для меня очень важным было то, что мы в этом году закончили издание 6-томной татарской энциклопедии. Вышел
наконец, последний том на татарском языке. То есть мы сейчас имеем комплект 6-томник на русском и на татарском языке. Я тоже считаю, что это очень большой показатель, которым может гордиться вся нация, потому что татары — народ энциклопедический, народ с энциклопедией. Это тоже один из важных показателей зрелости нашего народа. Я, конечно же, хочу упомянуть также и уже, так сказать, спускаясь, так сказать, ближе к себе, что в этом году мы активно разрабатываем проект выдающейся личности татарского народа в YouTube, так что меня даже уже где-то называют блогером. И я считаю, что это, мы вас смотрим. Да, это, на мой взгляд, важный проект, который показывает, что мы богатый народ. У нас есть такие личности, которыми мы можем гордиться. Это наша как раз основа для дальнейшего роста, я считаю. Да? Вот. И я очень рад, что в этом году увидел свет английский перевод повести моего отца «Три аршина земли». Это очень важно не только для семьи Гилязовых, я считаю, что это важно и для татар, потому что это выход на арену международную. Эта книга вышла в авторитетном издательстве «Амазон», она распространяется во многих странах. У меня уже есть отзывы из Германии, из Голландии, из Америки, положительные, очень даже вдохновенные отзывы на эту книгу. Вот, так что здесь, я думаю, что есть разные варианты, разные события, которыми мы можем и гордиться, и задумываться, и какой-то получать опыт, и двигаться дальше. Спасибо, Руслан. Что личного? Как говорится, я, конечно, как профессор, как генерал говорить тосты не умею, в том известном фильме предновогоднем, но хотел бы честно, искренне порадоваться за Искандера Аязовича, потому что я считаю, что энциклопедия действительно, вот как мы называем, я опять возвращаюсь к философии, французских энциклопедистов, которые заложили основу современности, да, Дидро, Монтескье, остальные — это энциклопедисты. Вот наличие энциклопедии — это действительно очень серьезный показатель. И я вот с удовольствием скачал, у меня нет возможности сейчас в бумажном варианте это все приобретать, но я бы с удовольствием скачал, потому что это необходимо, и каждому татарину, я думаю, тоже обязательно в электронной библиотеке, по крайней мере, необходимо. Ну, что касается каких-то достижений, я думаю, что республика стала на 1 год старше, вот, на 1 год опытнее, и опытнее, наверное, стали все мы. Я думаю, что в какой-то степени уже внуки тех событий конца 80-х, начала 90-х годов, когда Татарстан взял на себя большую ответственность за судьбу всей страны, да, когда провозгласили особый статус Татарстана, это действительно спасло Россию от неминуемой гибели. Я думаю, что вот сейчас уже самое время вот эти вещи тоже переосмысливать, и исторически, и политически. И вот не дети, а уже внуки тех событий, да, то есть вот, которые, я думаю, что их сейчас нам надо воспитывать. То есть, как гордо говорят, мы дети и внуки Великой Победы, но в том числе мы дети и внуки тех великих исторических событий. Я не говорю, плохие они или хорошие, это история. Ее надо уважать, ее надо ценить, ее надо изучать. Хорошо, спасибо. Покороче, пожалуйста, Ильнар. Обо всех итогах мы уже рассказали. Надеюсь, будущий год будет для нас более плодотворным, потому что в будущем году у нас будет 30-летие Всемирного конгресса татар. Я думаю, надо подводить итоги деятельности нашей самой главной татарской организации, нарабатывать какие-то взгляды на будущее. Я все-таки люблю больше про будущее говорить, и поэтому, наверное, скажу, в будущем году, да, у нас будет 1100-летие принятия ислама, про это очень много внимания государства, но я бы попытался сейчас, пользуясь моментом, обратить внимание на другое, юбилейную дату будущего года, это 130-летие со дня рождения отца-основателя нашего Татарстана Мирсаита Султангалиева. Это очень великий политический деятель. Я считаю, что среди всех политических деятелей татар, наверное, он стоит на первом месте, потому что его знают больше за пределами самого Татарстана, нежели внутри Татарстана. А если говорить о прошедшем годе, то я считаю, что мы выдержали этот экзамен на татарскость, мы боролись в ходе переписи всего остального. И, наверное, тоже маленькую реплику вот к высказыванию Дины скажу. Почему слово «боролись»? Потому что именно при сопротивлении, при борьбе только вырабатывается нация. Нация всегда, она вырабатывается именно тогда, когда мы говорим о некоторых негативных вещах, потому что негатив только заставляет нас мыслить. А когда мы празднуем, радуемся,
веселимся, мы никогда о будущем, к сожалению, не задумываемся. Поэтому жизнь у нас так устроена, и мы тоже также должны идти тем же кругом. Говоря о себе, наверное, я должен сказать, что самым главным своим итогом деятельности за этот год, то, что мы впервые смогли хорошо заработать на YouTube. То есть, если до 2021 года на YouTube практически не было видеороликов, ну, было очень мало по истории татар, по нашей нынешней современной ситуации был больше развлекательный контент. Сейчас, слава богу, это не так. У нас есть YouTube-канал «Татары мира», есть YouTube-канал «Татполит» и остальное. Там много. И свою маленькую лепту я тоже сюда внес, потому что на YouTube-канале «Татары мира» у нас есть передача «Татар хорошо». Это первая передача на YouTube, где на татарском языке мы обсуждаем последние общественно-политические события. Спасибо, Эльнар. Дина, коротко, да, пожалуйста. Ага. Открытость в научном сообществе. Продолжая тему Ютуба, продолжая тему блогерства, это большое чудо, что научные знания передаются для простого населения. То есть, конечно, идеологи, они творят нацию, а кто вот непосредственный потребитель всего, это люди, обыкновенные люди, которые сейчас могут узнавать много нового от наших ученых. Хорошо, Радик Леонидович, ваш итог. Личный тоже. Мой итог и личный, это в первую очередь, конечно же, вот события этого года, они вселяют в меня оптимизм. Потому что я с огромной благодарностью хочу обратиться к своему коллективу, которые отработали на 5 в прошлом году. Но самое главное, что я вижу, что вся республика и весь татарский народ работали как одна команда. Все, и Конгресс татар, и правительство наше, все структуры, общественность, все равно делали одно дело в едином порыве, пресса. И тут можно много перечислять итогов, вселяет надежду и оптимизм. Вот такая наша работа совместная. Хорошо, наши телезрители проголосовали за год родных языков и народного единства. Все-таки были едины в своем порыве в этой ситуации. Благодарю всех экспертов. С наступающим Новым годом. Поздравляем каждого со всеми своими личными, профессиональными достижениями. Пусть будет хорошим наступающий год.